Абзира фимас хатырскуат или хопшца. Яцахтует хдыра таракварцикл. Хтола айбашре зыхьямызт, ҳажәлар бџьарла еибыҭамызт, уи маӡам. Ампыҵахалаҩ иҿагыларазы, абџьареи аџьаԥҳани раахәаразы ԥарала ацхыраара акраҵанакуан. Убри аҩыза адгылара ҟазҵаз дыруаӡәкуп уажәтәи ҳдырыҭара зызкугьы. Иара абизнес инапалакуп, аибашьра ҟалаанӡагьы амал змаз уаҩын. Убриан иазгәаҭатәуп Аԥсны ахақәиҭтәрасы иара ихгьы шимшаҭоз. Зыӡбахә ҳамоу дазусҭоу еилышәкаауеит анаҩстәи ҳдырыҭараҿы. Витали Лейба диит Гудота ақалақьаҟны. Иахьа Париж дынхоит, дҭаацәараӡам. Аԥсны аибашьра ианалага Будапешт дынхон, абизнес инапалакын. Август ҩиԥшь иусура аганахьала Москва днеин дыҟан, убрауп иахьаҳаз иԥсадгьыл аӷа дшақәлаз. Аибашьра аветеран Витали Лейба ианашьоуп Леон иорден, иара убас ахьӡ-аԥша орден ахԥатәи аҩаӡара. Аибашьра цонаҵы иара Аԥсны иазыҟаиҵоз афинанстә цхыраара анаҩсангьы дцон афронт ахь. Владислав Арӡынба дақәшаҳаҭмызт Витали Лейба ажәыларақәа иҽрылаирхәлар. Уара даҽа усказы уаҳҭаху, уҽаанкыл ҳәа иеиҳәон. Витали Лейба адунеи иақәшахьоу, адырреи аԥсҭазааратә ԥышәа ду измоу уаҩуп. Иара ихатәы бызшәа анаҩсангьы ирацәаны атәым бызшәақәа рыла дцәажәоит. Уаҳа наҭахымкәа ибзианы идыруеит англыз, аиспан, аиталиан бызшәақәа. Сара мыцхәажәа сҳәар сҭахым, сфырхаҵа ихала ихы еиҭеиҳәеит. Я к этому времени проживал уже в Будапеште, но периодически по бизнесу я приезжал, естественно, в Москву. Получилось, что я находился в Москве, офис у нас был на Арбате. Кто-то из ребят, я уже не помню, кто позвонил и сказал, что собираются абхазы, значит, что началась война, вернее, что вошла грузинская армия или танки, в общем, как-то так, в этой форме. Я приехал там, где собрались московские абхазы, выступал Тарас Шамба. Вот. Ну, собственно говоря, я там видел некоторых людей, паникеров, которые рассказывали о том, какая у грузин там страшная техника, сколько танков и так далее. Я их пытался постоянно пресекать и говорить, сейчас не об этом надо говорить, какие у них силы, а надо говорить, что мы можем делать. Но потом выступил Тарас Шамба и сказал, что наш патриотический долг, я помню эти слова, наш патриотический долг ехать в Абхазию. Ну, я, собственно, по-другому, конечно, и не мыслил, да, но вот эти слова им были сказаны, и я собирался ехать в Абхазию, но ко мне подошел Алик Айба. Вот, подошел Алик Айба и сказал, что ты, Виталик, будешь делать? Я говорю, ну что, в Абхазию ехать? Говорит, ты знаешь, ты мне будешь нужен, говорит, нам надо поехать на Северный Кавказ, и там, говорит, заняться тем, чтобы оружие нам нужно. Я говорю, хорошо, если у тебя есть связи, ты уже знаешь. Да, говорит, я уже все налажено, нас там встретят, я все знаю. И даже, говорит, у меня есть деньги. Я сказал, конечно, и мне только надо будет доехать домой и, значит, переодеться. Потому что я был в костюме дорогом, ну и так далее. Мне надо будет одеться в повседневную одежду. Вот. Плюс у меня еще дома или где-то были 7 тысяч или 8 тысяч долларов. Сумма для теперешних времен небольшая, и для меня она в то время была небольшая, но для остальных людей она была очень большая. И я ее просто взял и положил в карман. Да. Алику я не сказал об этом ничего. Он взял еще Адгурах Дзизария. Адгур Дзизария тоже с нами полетел. Значит, мы встретились. Алик приехал на машине, и с ним были ящики с деньгами. Это были картонные коробки, полные денег. Деньги, еще раз говорю, были не мои, это первые деньги, это были деньги, как я знаю, которые Алик взял у Гурама Ладария.
Вот. У Гурама Аладария была какая-то фирма, и в этот момент у него были наличные деньги, вот, значит, он взял деньги у него. С этими деньгами нас встретил, значит, в аэропорту Эдик Шамба. Он нас провез через отдельную как бы зону VIP, и мы прошли прямо, значит, все с ящиками в самолет, прилетели, в Махачкале нас встретили. В Махачкале мы, значит, нас повезли в Нальчик. Приехали в Нальчик. В Нальчике переночевали на столах и на стульях Адыга Хосе. Утром уже собралась Адыга Хосе, значит, и обсуждали. Решения предлагали разные, в том числе, на мой взгляд, абсолютно неприемлемые. Хотя основное, конечно, решение было все-таки после долгих разговоров собирать добровольцев и отправлять их в Абхазию. Ну, я предложил другое решение, я уж не могу сейчас постфактум сказать, было ли оно правильно или нет, потому что есть мои друзья, которые считают, что это была рискованная большая авантюра, но с другой стороны, каждый человек в этих обстоятельствах, он действует согласно своему характеру. Мой характер как бы всегда ну, экстремальный. Я сказал, что добровольцев надо собирать здесь и через Чечню, потому что в Абхазии нет оружия, потому что в Абхазии будет неорганизованность. Через Чечню, которая имеет 200 километров границы с Грузией, надо входить в Грузию. Именно в Восточную Грузию, значит, открывать второй фронт. И если мы это сумеем сделать достаточно решительно, то, естественно, как на мой взгляд было, грузины откатятся назад, они не смогут удерживать в Абхазию, потому что они поймут, что наши братья на самом деле будут с ними воевать. Ну вот, то, что я сказал, они выслушали, ничего не ответили. Потом мы с Аликом Айба уже поехали, там нас повез кабардинец к ингушу, который продавал оружие. Вот у этого ингуша, значит, там Алик, он был знаком со всем этим, у него были списки, какое вооружение нужно и так далее. Вот это все он, значит, они вместе обсуждали, я там же присутствовал, значит, договорились, деньги уплатили, оружие доставили, но когда в Нальчик, когда я приехал в Нальчик, уже меня люди из Адыга Хосе встретили и сказали, тебя срочно ждет Дудаев. В Грозном я встретился вначале с Зелимханом Яндарбиевым, после чего у меня произошла встреча с Дудаевым. Я сказал ему свою концепцию, он ничего не ответил, постоянно что-то про себя улыбался, стучал пальцами по столу, потом сказал, собери людей, готовых на смерть, вот он что сказал, и тогда поговорим. Мы поехали в Черкесск. Вот с этими двумя абазинами. В Черкесске там организовывали митинг. И вот на этом митинге как раз и призвали к тому, чтобы, значит, надо набрать добровольцев. Собрали, я думаю, примерно человек 250 или 280 из Черкесска. Вот. И всех в автобусах, значит, я ехал в переднем, естественно, автобусе. Повез я их, уже я один был, ну, в смысле, из абхазов я был один, абазины эти тоже остались в Черкесске, а я поехал вместе с другими абазинами, в основном молодежь, и черкесами. И я поехал в Грозный. Поговорил с Дудаевым, сказал ему так, вот, и как он сказал, хорошо, мы встретимся. Ну, впоследствии я с Дудаевым один раз еще встретился, он разговаривал со мной очень резко, я не понял почему. Он стал говорить, что я не понимаю, что вы говорите, мы говорим на разных языках, очень резко разговаривал, да, и так далее. Ну, я сказал, как мне быть, он сказал, в Абхазию. Я сказал, хорошо. Все, я не стал больше ничего говорить. Вот. Потом дело в том, что меня Зелимхан Яндарбиев забирал ежедневно от всех и ходил со мной обедать. И он вдруг сказал, ты не обижайся на Джохара, он человек военный, ну, мы все выяснили, все нормально. Ну, впоследствии я узнал, что у них работает разведка,
И разведка сообщила, что я не из Абхазии, что я из Венгрии, что я, скорее всего, российский провокатор, который хочет, чтобы Россия вошла в Чечню, пользуясь тем, что, значит, чеченцы напали на Грузию. Вот, и что Дудаев сказал при случае расстрелять. Ну, случай этот не подвернулся, во-первых. Во-вторых, я предполагаю, что прежде чем расстрелять, они все-таки интересовались у абхазцев, возможно ли это, и, разумеется, другого ответа не могло быть, что это невозможно. Вот. И так как бы все, я потом уже пошел вместе с отрядом Руслана Гилаева. Единственное, что я задержался, потому что у нас не было оружия, вот здесь я потратил вот эти деньги полностью, которые у меня были, и группа эта была вооружена, с которой там примерно 180 человек, значит, часть вооружения на мои деньги покупались, и часть вооружения нам дали. И вот мы, значит, уже в этой вооруженной группе прошли через, соответственно, через вначале Ингушетию, потом Северную Осетию, где впервые вступили в столкновение с российскими частями или с российским отрядом пограничным, разоружили его. Знаете как, в столкновении, можно сказать, вооруженные, но не стреляли. Они нас не пропускали и предупреждали нас, что они открывают огонь на поражение. Это естественно. И мы, соответственно, говорили, что мы сами, значит, открываем огонь на поражение и даем им такое-то время. Слава Богу, что Руслан, в общем-то, командовал. У абхазцев я вроде как был назначен командиром, ну, вроде, то есть Руслан сказал командиру абхазов Виталий, да, но это несущественно было, потому что мы все вместе были, все-таки там сложно было разделяться, кто абхазами командует, кто не, ну, вот. И команда была на них бежать и отнимать оружие без выстрелов. Но это было правильное решение, в общем-то, зачем убивать ребят, тем более, если бы они решились. Но они не решились стрелять, мы у них отняли оружие, просто отняли, они даже особо сопротивления не могли оказать. Да. И когда прошли границу, буквально продвинули наши автобусы через эту границу, мы значит, и сложили автоматы в одну кучу, их автоматы, и уехали дальше. Ну так мы прошли, когда уже вошли в Кабардино-Балкарию, нас уже встречало там милицейские машины, отдавали нам честь. Милицейские машины ехали, значит, впереди нас, сопровождение. Вот, мы ехали с эскортом, все. Ну, было еще одно серьезное уже столкновение с российскими войсками, в котором мы не стреляли, но там была бы серьезная и жаркая битва, скажем так, или бой. Это было, там есть территория между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией, там есть чисто российская территория. Мне сложно сказать, мы по ней ехали и в тот момент, где там с двух сторон большие озера и дорога, и больше ничего, вот на этом самом месте нас остановило российское уже более крупное соединение с бронетехникой. Вот. Мы, значит, стали говорить, что мы вступаем в бой, дали какое-то время, они попросили время продлить. Вот. Когда они попросили продлить время, значит, стало темнеть, и мы увидели, что огромная колонна движется на нас. Колонна это, значит, как мы понимали, идет медленно, это значит танки и вообще бронетехника. Но впоследствии, когда уже выяснилось, что на самом деле там была бронетехника, и по 3-4 простые автомобиля между ними, а как было темно и включены фары, то создавало впечатление огромной колонны. Вот. Ну, как-то не дрогнули, предупредили, сказали, все. В результате из Москвы пришел приказ пропустить нас, потому что мы уже были готовы к бою. Вот. Команда была нам дана не отступать нигде. Мы были готовы к бою, и пришел приказ, мэр Пятигорска, насколько я помню, сел с нами в автобус и провез нас. Мы вот так проехали. Вот, и в Карачаево-Черкесии уже абсолютно свободно нас встречали, накормили и так далее. И вот мы пошли вверх на автобусах, насколько возможно, в горы, а в горах уже шли, да, через перевал.
Когда мне сказали до войны, что все абхазы вместе собирают деньги, и что необходима сумма в 2 миллиона рублей. Ну, сумма по тем временам была очень большая, сумма огромная, чтобы все абхазы вместе собрали 2 миллиона рублей на оружие, на всякий случай. Ну, мы сейчас, да, говорим некоторые вещи, может быть, слишком откровенно. Мы, да, готовились к тому, что на нас могут напасть, мы не готовились к войне, но мы понимали, что у нас есть коварные противники, да, и готовились, да, к тому, чтобы обеспечить в случае необходимости свою безопасность. И я знал, что сумма 2 миллиона рублей. И вот эта сумма в 2 миллиона рублей, я сказал, если все абхазы соберут 1 миллион, я говорю, но я до этого 1 миллион даю от себя. И я привез этот 1 миллион рублей в Абхазию. Привез в Абхазию, и, значит, я сказал Ливану Арзамбу, что вот хочу передать. Ливан Арзамб привез меня вечером уже в дом к Владиславу Григорьевичу. Вот там я с ними познакомился. Я приехал, и он сказал, да, конечно, да, что вас привело. Ну, он меня представил, Ливан. Я сказал, вот я знаю, вот так, и я хочу передать деньги. Я ничего не сказал, хочу передать деньги. Он сказал, ну, я этим не занимаюсь, мне нельзя этим заниматься. Этим занимается Народный фронт, Сергей Шамба, и это надо деньги отдать ему. Ну, я так немножко растерялся и сказал, хорошо. Он сказал, а какая у вас сумма? Я сказал, 1 миллион. Он говорит, 1 миллион чего? Я говорю, 1 миллион рублей. Ну, можете представить, это же 1 миллион рублей, это было слово, которое было магическое, как бы, и никто не думал, что когда-то в жизни его можно превысить в те времена. Вот, да. Тогда деньги считались единичными рублями. Он говорит, что, 1 миллион, а где он? Я говорю, здесь. Как здесь? Ну дайте я сначала, говорит, посмотрю хотя бы, я никак слышал столько и никогда не видел, дайте я взгляну на такие деньги. Ну мы открыли там, не помню в чем это было, да, показали ему. Он посмотрел, я говорю, можно и подержать в руках. Подержал и говорит, тут, говорит, дело в том, что, говорит, я не ожидал, что у вас такая сумма, говорит, и, естественно, говорит, что в это время, говорит, опасно отправлять вас обратно в Гудауту с этими деньгами, говорит, конечно, я этого, говорит, не могу сделать, говорит, оставьте, говорит, здесь, утром охранник приедет и заберет эти деньги. Ну, я оставил эти деньги, вот так. 1 миллион, значит, рублей, это была половина той суммы, которую планировали собрать все абхазы вместе. Впоследствии, уже когда началась война, я пытался выяснить, куда эти мои деньги делись. Мне сказали, твои деньги и еще 1 миллион, которые все абхазы все-таки вместе собрали, вот, они остались в Сухуми. Вот то, что я вот столкнулся в Абхазии с этим. В первые дни войны вот у меня разговор был. Ну, я, конечно, потом, как я сказал, звонил уже своим партнерам, там передавали деньги, деньги перевозили сюда, все это происходило. Но с Владиславом Григорьевичем у меня было ежедневное общение по какой причине. Во-первых, штаб находился в Гудаутах. Я вынужден был находиться в штабе, потому что я ждал денег, потому что надо было звонить, потому что надо было как-то сообщаться. Вот. И поэтому вот он прямо вот меня, там это, я в кабинете сидел у Сосналиева, у него, то есть я был один из тех людей, которые везде, как бы, к Сосналиеву и Владиславу ходили свободно, как свои. Вот, ну так скажем, там даже был эпизод, когда Сосналиев зашел какой-то чеченец и вдруг стал говорить, дай мне патроны, на что Сосналиев ему говорит, что я не раздаю патроны, обращаюсь там, поэтому я, ну и так далее. Он настаивал, я повернулся и сказал чеченцу, выйди вон отсюда. А он говорит, я тебя знаю, это ты, говорит, 1-4 завалил. Ну, я говорю, ну там не так было, не, я знаю, да, ну даже Сосналиев, да. Когда я пришел в начале, какое-то время мне надо было отправить в Абхазию деньги. Ну, это уже в штабе, как бы я сказал, что у меня есть деньги, которые и так далее. Деньги эти были очень нужны. И я об этом говорил с Владиславом Арзамом, поэтому я какой-то момент не воевал.
вот, и ждал этих денег. Когда деньги были получены, то я пришел к Мушне Хварцке. И я некоторое время был с Мушней Хварцке, потом опять возвращался, решал вот эти же вопросы финансовые. Потом я участвовал в отражении вот этой атаки танковой когда Арзамов улетел в Москву. Вот, он улетал в Москву, и вот как раз грузинские танки пошли. Да, вот мы когда там подбили, я уже не помню, 8 или 9 танков тогда за одну ночь, за один день там подбили, да, на Гумисте. Тогда они решили, грузины, что поскольку будет договоренность наверняка о прекращении огня, им надо было занять как можно больше территории. Они отправили массированно танки через Гумисту. Но танки эти были остановлены, но впоследствии, когда уже, если говорить коротко, когда Арзамба подписал, Владислав Григорьевич по настоянию Ельцина подписал вот это перемирие временное с Шеварднадзе, мы помним это все, да? Вот. И Арзамба, вернувшись, сказал мне, что мне нечего здесь делать, и что надо ехать в Москву, и оттуда он уже, значит, будет давать мне задания, и что мне делать. Ну, я понимал, задание это было в том, чтобы я давал денег, и как можно больше, да. Потому что первые деньги, которые я дал, он сказал, что они ему очень помогли, и что если бы не эти деньги, то было бы нам очень плохо. Деньги были на вооружение. И я даже знаю, не знаю, имею ли право об этом говорить, но там не было прямой покупки этого вооружения, а были раздача большая, сразу же подарков, после чего эти люди, у которых это оружие было, они это оружие отдавали буквально бесплатно. Вот так примерно это было хитро сделано, что нам это оружие обошлось намного дешевле, потому что мы не торговались. Вот, скажем так, это Владислав Григорьевич. Да, ну, по крайней мере, так было в тот момент, да. Вы долгое время в Сухуми не были. И сейчас вы вот смотрите сверху вниз, и что вы ощущаете? Я думаю, что меня Сухуми как таковой, поскольку я в нем не жил, никогда он не интересует, как возвращение к чему-то родному. Скорее всего, я ощущаю необходимость взятия этого города, необходимость покончить со злом, с несправедливостью, которая произошла. Не более того. Я просто считаю, что если у нас нет другого выхода, что если нас поставили в такие условия, то мы должны адекватно реагировать. То есть мы боремся с противниками их же средствами. Мы вынуждены это делать. Удачи вам, ребята! Спасибо. Когда была атака на Сухуми, наступление, вот в этот момент я с Оскаром Гвазава, значит, он просто в этот момент совпал. Я был в Нью-Йорке, когда я увидел, что по телевизору показывают, что абхазы начали наступление на Сухуми, я понял, что это уже последнее, или. И я сразу же билеты взял и вылетел. И я потерял только 2 дня. То есть я в этот же день прилетел в Москву, из Москвы я вылетел в этот же день в Сочи, и в этот же день я ушел, значит, вот на наступление со стороны вот Шрома и так далее, вот с той стороны я батальон «Эвкалипт». Автандил Гардский в этот момент был ранен, и он с нами как бы вот последний этот не участвовал, да. Ну вот в этом батальоне я, соответственно, в самой передовой как бы команде был, вот, и вошли в город Сухум. А вот что вас заставило приехать? Вы и так огромную помощь оказывали. Во-первых, на это сказал мне Арзамба. Он много возражал, они прислали людей, это было не один раз, много раз, не только в этот раз, но и всегда это происходило, потому что, почему я никуда не мог попасть официально, потому что он категорически не разрешал, да. А последний, просто когда я уже эвкалиптом конкретно соединился, пошел, ну так наступление такое, ему тоже было не до этого, но 3 или 4 раза он присылал людей, которые, значит, пытались меня увести. Я говорил, нет, я уже командую фактически ребятами, там часть отряда, наиболее боеспособная, она
со мной была, как бы, мы были в первых этих, кто шел, да и дорогу прокладывали. Я уже не могу никак, в общем, всегда. И я говорю, войду. Единственное, что я даю слово, когда я войду в город Сухум, в центр, все, и пойму, что все, Сухум взят, я тогда уйду. Вот я так. И так я и сделал. Ну, а что меня заставило? Ну, во-первых, Арден, когда сказал, сидел бы, деньги давал бы, я сказал, поэтому и воевать пошел, что мне деньги дороже жизни. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, сидеть на стадионе и болельщиком быть футбольным, это не в моих правилах. Ну, поэтому и пошел. Я участвовал в нескольких вылазках с отрядом Гилаева, вот чеченским, значит. Ну, там небольшие вылазки, они связаны с тем, что где-то грузины переходили, небольшие части, мы их уничтожали, ночные, значит. А основные бои мои были, это самые основные, это вот то, что с батальоном «Эвкалипт» мы вот прошли сверху, заняли школу, ну, шли некоторое время, потом заняли школу-интернат, и уже со школы-интернат мы вошли в город. Но перед тем, как вошли в город, я несколько раз с ребятами входили в Сухум, занятый грузинами, и проводили какие-то операции и уходили обратно. Это тоже мы делали, было. И я уже тогда понимал, что никакого сопротивления нам не окажут. У меня были разные там эпизоды, и трагикомические в том числе. И однажды даже мы вошли в город, нам сказали, что какого-то там русская женщина сказала, что где грузины хранят оружие и так далее. Мы пошли туда, значит, я поставил ребят по кругу и сам стал по центру, а этот грузин там, оказывается, жил, он вышел и говорит, Боря, это ты? И я сказал, ну, уже понимаю, что некуда деться. Я говорю, да, это я, Боря, и резко подошел к нему, поставил ему автомат, говорю, входи туда, и тихо говорю. Он говорит, что? Я говорю, входи туда, я тебя, говорю, тут же застрелю. Оказалось, что нет, что никакого оружия, ничего, да это. А как мне быть? Оставить его мы не можем, потому что он сообщит, мы не успеем уйти. И вот пришлось его взять с собой, этого грузина. Не знаю, почему эта русская женщина нас так дезориентировала, может, она его не любила, да. Еще было у нас, что мы застрелили начальника спецназа грузинского, подполковника, сванская фамилия у него была. Это в центре города Сухума мы застрелили его и ушли потом мы. Еще город был занят грузинами. Вы знали, Причем, кто он такой, да? нет, знаете как. Хорошая машина, она разворачивалась в сторону, это как явное наблюдение, а ребята прошли вперед, как бы, и он не ожидал, и стали стрелять. Был такой, фамилия его Гумба, молодой парень, а кличка была Шаляпин. Имя я не знаю, он, говорят, умер после войны. И он подстрелил эту машину, но когда он подстрелил, надо же посмотреть, кто, мы побежали. Туда я сказал, останьтесь. Но я не любил молодых ребят отправлять раньше, потому что на моей совести будет, что я сам всегда это самое. Я вокруг машины первый обошел, я увидел, что лежит парень, у него очередью разрезан этот лифчик, лежит в стороне, автомат лежит в стороне, он до него не дотянется, и у него одна нога в машине, другая он лежит. Но смотрит, не хрипит, все смотрит очень спокойно на меня, очень гладко выбритый парень, смуглый и красивый. Ну, кожа темная. Вот. Я говорю, кто ты такой? Он говорит, я к родственникам в гости приехал. Ну, я говорю, проверить документы. В этот момент подбежал кабардинец и застрелил его, с выстрелом ему в голову. И, ну, что мне делать? Я сказал, проверьте документы. Документы у него вытащили, и там вот оказалось, что он командир отряда спецназов, отряд специального назначения, подполковник и сванская фамилия. Оскар Гвоздава со мной был постоянно рядом, всегда был рядом со мной Оскар Гвоздава. Я могу сказать, конечно, много мы с ним прошли, но такие эпизоды были, он веселый был всегда, мы смеялись, шутили, да, но
С Оскаром много всякого было, но там был один интересный эпизод. Он один раз меня оставил, когда я днем заснул. И я когда заснул днем, вдруг я услышал выстрелы, крик Оскара, да, там что-то такое. И я сразу побежал туда и увидел, что Оскар застрелил какого-то грузина, который пытался пробраться поближе к нам. Не знаю, с какими целями, Оскар его застрелил. Вот, значит, и я посмотрел, парень был на местного грузина не похож, очень темный, с очень черными глазами, такой все, ну, я думаю, приезжий откуда-то оттуда, вот из Восточной Грузии, из Кахетии, что-то такое. Я уж не помню, документы у него проверяли, нет, но он явно был не мингрел, это очевидно было, да, вот. Вот я, вот этот эпизод, он меня оставил один момент, Оскар, и это. А как он погиб, я могу сказать. Он перед, вот как раз тем, как мы еще не вошли в Сухум, он веселый всегда был, он вдруг лег, заснул, лежал, молчал долго. Я почему-то тоже не прерывал его, ни с чем не обращался к нему, рядом на травке сидел. Потом он как бы пришел в себя и говорит, ну мы уже победили. Я говорю, мы в город войдем, если они в городе будут оказывать сопротивление, то городские бои будут самыми тяжелыми. На что он говорит, ну я думаю, что я сегодня погибну, а так вот я говорю, не придумаю, как было. Но, говорит, мы, говорит, уже победили. Вот так. Мы вошли, когда в Сухум, нам дали команду, я вот не знаю, я до сих пор не могу понять, сказали, кто старше и так далее, в общем, позвали меня. Я и несколько ребят, мы поднялись там вот. А если спуститься со школы-интерната, то так по улице, Геловани, мне кажется, называется, прямо к городу, там есть высокое очень здание. И нам пришлось, там сидел штаб, я не знаю, как сказать, вот. И нам пришлось пешком подняться на самый верх, оттуда обзор на Сухум, и нам дали команду. Спуститесь вниз и войдите вот до университета, вдоль улицы. Я сказал, зачем нам это делать, если мы спустимся просто по лестнице со школы-интернат, по лестнице вниз спустимся. Нет, они говорят, нет, вот войдите именно вот так. Ну, зачем мне обсуждать, да, видимо, у них какое-то стратегическое решение, да, было. Я сказал, хорошо. И мы с нашим отрядом, достаточно таким небольшим, из эвкалипта, вот, пошли. Значит, таким путем, на мой взгляд, странным, мы пошли. И когда мы пришли уже, это где-то вот парк Курченко в этом районе, и там стали располагаться, ну, как-то задание наше было до этого дойти. Вот. Подошла женщина, сказала, что там вот грузинские солдаты рядом, они оказались рядом. И я, Оскар и Амиран Лазба, значит, побежали туда. Но как побежали? Я остался разговаривать с этой женщиной, выяснять точно где, а они уже побежали. Когда я уже знал, и там получалось так, что вот где парк, по-моему, Курченко, это там, по-моему, да, вот где-то, да, и Оскар уже находился на тротуаре, как это мне женщина объяснила, грузины находились метрах в 10 от него влево, скажем, на траве, там, среди кустарников, вот, а я находился сзади, но и мне надо было кричать Оскару, и, значит, выдавать его. И я не понимал, как мне быть, и я просто побежал туда, в этот момент началась стрельба, и Оскара попала пуля прямо в грудь, в сердце, вышла на вылет, он сказал, пацаны меня ранили, и я сразу же стал кричать, заберите Оскара, и стал бить туда, откуда шел огонь, как бы. Вот, я там трассирующие пули, уже темно было, я видел их и точно туда бил, и в какой-то момент я почувствовал, что я туда прямо попал, все, замолчало все. Потом я уже, когда ходили, мы там не обнаружил следов, что я кого-то убил, не было этого. Ну, по крайней мере, они, видно, убежали или, может быть, кровь еще не успела пройти, ну, унесли, может быть, я не знаю. Мне немножко странные вещи происходят, вот, бывает, и мне казалось, что я точно как бы туда попал из этого, да. Но когда я вернулся, Оскара уже унесли. Вот, унесли, я спросил, сказали,
со стороны груди маленькая, со спины у него большая рана и так далее. Ну, унесли Оскара. Вот так это было. Не только война, но и любые испытания, там, как говорится, и тюрьма, и нищета, и деньги меняют людей, которые еще не установились, не имеют стержня и не имеют сформированного характера. И, конечно, людей в плане с большой буквы они никак не меняют. Вот, а меняет, действует на людей, у которых... Знаете, когда-то мой старший брат сказал, свободное пространство легко заполняется. Но если она заполнена, то его надо заменять. И война мне ничем не заменит мой жизненный опыт, который у меня был. Вот я так считаю. То есть ничего у вас не изменилось? Абсолютно. Абсолютно. Для меня в тот момент 40-летнего человека с очень большим жизненным опытом абсолютно нет. Нет. В 1987 году мы создали один из первых в России кооператив «Внуково» назывался. Значит, он занимался торговлей, организацией торговли в аэропорту Внуково. После чего было создано совместное советско-иорданское, потом совместное советско-британское, значит, уже предприятие. Вот. Потом я был основателем модельного бизнеса в России, ну, вместе, конечно, с Татьяной Кольцовой. Значит, было создано первое в России модельное агентство, оно называлось Red Stars. Это было первое в России, значит, в Советском Союзе, я прошу прощения, оно было, а потом, естественно, в России, потому что, да, это было в 1989 году. Вот. Но в 1991 году Советский Союз рухнул, значит, это уже стало агентство российское. Вот. А было советское первое. Я был одним из 3 главных партнеров самого большого агентства в мире «Элит». Я был представителем всех мировых суперзвезд, как Клаудия Шифер, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, вы понимаете, да, и так далее. То есть занимался вот примерно такими вот разными видами бизнеса. Вот в 1989 году мы с группой, значит, наших партнеров все вместе уехали жить на постоянное жительство в Венгрию. В Венгрии там тоже занимались различными бизнесами, в том числе там построили завод по производству магнитов. Значит, ну вот примерно так происходило у нас. Вот. Ну, потом началась война. Я вот занимался тем, что у меня был клуб в Америке, в Лос-Анджелесе по профессиональному боксу. Red Stars он назывался, так же как модельное агентство, поскольку модельное агентство — это известная часть этого бизнеса. На самом деле у меня официально было так называемое агентство талантов. Вот. То есть я мог заниматься раскруткой или менеджментом любого таланта. Но обычно человек занимается тем, что он знает. А поскольку область моды мне было известно, вот, я этим занимался. Бокс тоже, я о нем много думал, анализировал, и я тоже его понимал, ну и сейчас понимаю. Я на самом деле спортом занимался там 6 лет, наверное, в детстве, до 18 лет. Мне впоследствии просто во время боя на первенстве Абхазии разбили локоть.
И я не мог уже продолжать бокс, но я, как человек думающий и увлекался боксом, я смотрел, думал, анализировал. И у меня были какие-то там, скажем, свои мнения, вот, они отличались от общепринятых в то время, когда у нас же тоже было, как и вся система, что когда-то там кто-то написал диссертацию, потом за ней кто-то другой, как бы, и вот продолжалось. Но я видел по-другому. Ну, я, скажем, не занимался, но вот как-то получалось, поскольку я был уже достаточно известный человек там, то в конце 90-х годов я вот дружил с братьями Кличко, когда они только начинали, и давал им просто советы какие-то, которые они пользовались, там еще что-то. А потом я вот решил, что я сам могу потренировать. Я тренировал Давида Аршба в Москве, вот, я его тренировал, он там вместе со мной, вот как бы, ну, он тренировался официально и в том числе со мной. Он стал победителем первенства мира среди юношей, чемпиона России, естественно, причем он даже ничто его не останавливало, даже ни один бой не проводил так, значит, до конца. Вот Давида Аршба я тренировал, значит, а потом уже так вышло, что у меня появился человек, который предложил мне открыть клуб в Америке, в Лос-Анджелесе, и мы открыли клуб, я занимался этим, но у меня времени было мало, я сам мало участвовал. Я иногда тренировал каких-то боксеров по своей собственной методике, которую я разрабатывал. Она давала успех, прогресс и так далее. Вот. Много ездил с тренерами сборной России по боксу, они тоже очень часто со мной советовали, спрашивали советов. Значит, вот 2 чемпиона мира по боксу были подготовлены нашим клубом, который называется до сих пор Red Stars Boxing. Да. Сегодня я занимаюсь биржевой торговлей, поскольку я устал от общения с партнерами, с какими-то бизнесами. Я занимаюсь сам собой, я покупаю и продаю акции, биржевые индексы, иногда межвалютную торговлю веду. Если говорить о традициях, я постоянно слышу абсура. При этом ни один человек мне не объяснил, что это такое. Я им предложил, напишите, как себя должен вести абхазец. Напишите, что такое абсура. Издайте книгу, соберитесь, все обсудите и напишите. Они говорят, ну это же совесть. Так совести нет. Совесть — это понятие относительно того, что требует от тебя общество. Вот и напиши, как должен вести. Что это означает? В мое время я, например, знал, что если идет старший человек, я могу, только если он задержал на мне глаза, молча наклонить голову и сказать «здравствуйте». Сейчас молодежь сплошь и рядом подходит ко мне, которому 60 лет, и протягивает руку первыми. Это не полагается не только у нас в Абхазии, у нас в Абхазии это раньше категорически не полагалось, но это нигде в мире этого нет. Они считают, что это проявление вежливости, это не так. Во всем мире известно, что молодой старшему не протягивает первую руку, мужчина женщине не протягивает первую руку. Написать это надо. Для того, чтобы сохранить обычаи, это нетрудно. Нам не мешает жизнь сохранять обычаи. Нам мешает сохранять обычаи лень, нетвердость вот этих понятий, скажем, и то, что мы всегда из того, что есть, выбираем наиболее удобное.
Витали Лейба ханижәашықәса ихыҵуеит. Тәылак ыҟамзар ҟалап иара дахьымцац. Иԥсадгьыл аламҵакәа зегьы иреиӷьашьоит акыр шықәса дахьынхоз Франциа. Аха уажәшьҭа иара игәы иҭоуп Аԥсныҟа ахынҳәра, дынхарц иҭахуп дахьиз Гәдоуҭа ақалақь аҟны. Иахьатәи ҳфырхаҵа изку адырраҭара абри ала ихҳаркәшоит. Абзиараз.